Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто думает о вас дни и ночи напролет? Кто потерял покой и сон из-за вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя. Давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь два человека, справа и слева. Один похож на черепаху, а второй похож на, не знаю, как солдат почему-то мне идет. Ну, человек в форме, да, давайте так, не солдат, человек в форме. Возможно, сразу два человека думают о вас, а возможно, либо справа, либо слева, да, у вас отыграется. Давайте начнем на того, который похож на черепаху. Это очень медленный мужчина. Просто невероятно медленный. Он сам мучается из-за своей медлительности. То ли он такой по жизни, то ли он, в принципе, знаете, вот все ему дается, ну, как каждое решение дается ему как с болью, да, как от себя отрывает. Нерешительный, некомпетентный, такой, знаете, немножечко как время резиновое у него, да, резиновое время. Кстати, он из этого очень часто страдает. Из-за того, что вовремя как не успевает, не делает, на работу, наверное, часто опаздывает, постоянно как нагоняя из-за этого получает. Этот мужчина, он точно вам знаком. С мужчиной у вас, скорее всего, даже какая-то симпатия либо есть, либо была. Но он так и не решился. Вот честно говорю, я не вижу, чтобы он прям за вами ухаживал, либо вы ему отвечали с согласием. Скорее он там на вас посматривал, подмигивал, может там многозначительно вздыхал в вашу сторону, но не более того. Не более. Очень симпатичный, кстати, человек, и фигура хорошая, и лицо такое, знаете, прям правильные черты. Есть в нем прям что-то миловидное такое, знаете. Немножко даже как женское, какие-то женские черты лица. Но они прям ему идут. И еще вот пальцы у него какие-то очень длинные. И вам нравились его руки. Либо вы часто обращали внимание на его руки. Кстати, его руки нравятся всем. Но прям медленный. Это его беда. Это его очень губит. Он из-за этого ни личную жизнь не может наладить свою, ни карьеру свою прокачать. Да вообще ничего не может. Медленный. Этот мужчина, видите, сердечко, он вас в сердечке содержит. Он прям, знаете, как полюбил и любит. Либо даже отыграться может, что вы единственная любовь его жизни. Но из-за, опять же, своей вот этой медлительности вы не вместе. Я вообще, если честно, не уверена, готовы ли вы, например, связать свою жизнь, либо терпеть такого медлительного человека. Очень медлительный, невероятно медлительный. Здесь либо особенности психики такие, ну, либо действительно какая-то заторможенность, нерешительная заторможенность в нем есть. За этим мужчиной убиваются несколько женщин, то есть так влюблены в него, либо хотели бы быть с ним, а он на них вообще внимания не обращает, вообще все равно. Вот как пустое место эти женщины для него. Как, знаете, он красавчик, да, он красавчик, поэтому женщины на него и посматривают. Он, кстати, еще и без вредных привычек, ну, либо в минимальном количестве, да, там, может быть, и выпивает, но так совсем чуть-чуть. Вот, как завидный жених он мне вообще идет. Завидный жених. Смотрите,
Ну, в общем, этот мужчинка, он прям очень сильно страдает, что вы от него далеко, а вы от него действительно далеко, либо в прямом смысле слова далеко находитесь, либо ментально вы от него далеки. И даже, знаете, как помощь какую-то ищет, может быть, даже медицинского характера, да, там к психологу начал ходить, с собой начал заниматься, для того, чтобы ускориться и все-таки двинуться в вашу сторону. Я вам так скажу, не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем, но этот мужчина еще появится. В вашей жизни он точно появится. Ну, потому что сердце он вам свое отдал и мечтает о вашем сердце. Вы для него вообще как роковая женщина на самом деле. Вот как увидел и наповал. Да? Но с ним такого никогда не было. И я так понимаю, что больше и не будет. Он еще и однолюбом тут выходит. Кстати, очень семейный, очень такой тепленький мужчина. Семейный, теплый, он чувствовать умеет, он любовь умеет дарить. Ну, медленный. Вот это его, конечно, губит и портит. Девчоночки, тут еще что-то вас с ним поджидает. Да? Как-то он еще там доползет до вас. Появится перед вами. Может быть, пролечится, кстати, да. Пролечится, может быть, его там потренирует, как ускориться. Может быть, еще и все получится. А может быть, просто пообщаетесь, как вы увидитесь, пообщаетесь. Опять же, вы все разные. Но там, понимаете, он на вас загадывает, что сказать. Он на вас загадывает. Видите, эти песочные часики? Он прям считает время, да? Когда же я там вылечусь, когда же я там нормальным стану, и я к ней приду. Сейчас я еще на картах посмотрю, потому что прям такой хороший, аж жалко его, да? Жалко, такой вот прям парнишка и пропадает из-за своей медлительности. Вылечится, не вылечится, будет, не будет, да? Сейчас посмотрим, что карты скажут. Очень семейный товарищ, очень семейный. Светлый, добрый, абсолютно позитивный. У него очень серьезные намерения в вашу сторону. И с таким мужчиной, давайте так, если вы женщина деятельная, активная, вы привыкли управлять всеми процессами, вам несложно это делать, да, вот такая локомотив, женщина-локомотив, то прекрасный вариант, он вас и слушаться будет, и никогда вас не потревожит, и никогда вам нервы делать не будет. Но, конечно, вам придется быть локомотивом и все на себе тащить, потому что он медленный. Вот. А если вы женщина, которая нуждается в сильном мужчине, такой, знаете, сильный, ловкий, скорый, вообще не вариант. Вообще не вариант. Ой, звезда. Нет, он будет сокращать дистанцию между вами. По-любому он будет искать шансы. У меня вообще все карты прямые в колоде. А видите, звезда перевернулась. Будет сокращать дистанцию. И он вам писать еще будет. Писать такие слова будет невероятные. Хочу посмотреть, вылечится ли он. Судя по картам, лечиться ему нужно будет долго. Возможно, даже всю жизнь. Нет, он медленный, от природы медленный. Девочка очень медленный, Господи. Вот как жалко. Семейный, добрый, но очень медленный. Ой, решать, конечно, вам, думать вам, выбирать вам, но писать он вам 100% будет. То есть он не выпускает вас из поля своего зрения. Может быть, в интернете отслеживает, может быть, он где-то вот недалеко находится. Но вы сейчас точно не вместе и не общаетесь. Так, второй мужчина похож на солдата. Но тут мужчина жесткий, если честно. Если вот этот добренький, хорошенький, то это жесткий мужчина. Вот его не зря показали солдатом. Вот первое слово ассоциации, на него пришло солдат. Солдаты ведь они как там... Не смеются, не улыбаются, очень жесткие ребята, дисциплинированные ребята. Характер у него такой, знаете, жесткий. Человек, который может и высказаться, понимаете, который слов не будет подбирать. Вот так правду матку прямо в глаза и не разбираясь, кто перед ним, мужчина, женщина, ребенок, он каждому может пилюлю выписать, причем жесткую. Может быть, кстати, мужчина сейчас на военной службе. Может быть, он, в принципе, да, по долгу службы носит форму. Может, он полицейский, может быть, он, не знаю, железнодорожник, пилот. Да, вот форма, на нем есть форма. И характер такой соответствующий занимаемой должности.
Он сейчас охотится. Видите, у него там уточка в руках. Уточка. У одних отыграется, что он добывает, что-то добывает, там деньги добывает, там, туда-сюда, да, заработать хочу. А у кого-то отыграется, что какой-то женщине он недавно сердце разбил. Причем очень жестко разбил. Прям, знаете, вот как он умеет в его манере, там что-то ей сказал, или, не дай бог, сделал. Но он такой опасный тип. И еще я вижу, что он пьет. И пьет он просто вот галлонами. Давайте так. Может быть, работа нервная, да, и он прям может себе позволить, либо позволяет, чтобы как-то в себя прийти. Но, может быть, это его и есть вот самая негативная черта, то, что он пьет. Но вот с этим человеком вы точно общались. И, возможно, даже у кого-то отыграется, что это ваш бывший. И, возможно, даже по причине его вот этого мерзкого характера, жесткого характера и, например, любви к алкоголю, вы с ним расстались. Вы с ним расстались. Но это вы с ним расстались. А вот он считает по-другому. Он считает, что он дал вам время осознать, что он ваш мужчина. Да? Там время погулять, время прийти в себя. У этого мужчины жесткое намерение вернуть вас. Не знаю, как это правильно сказать. Вернуть, да? Сделать своей. Если вы, смотрите, еще такая информация пришла, может быть, вы даже его боитесь. Может быть, вам даже пришлось от него, я не знаю, там, убегать и прятаться. Да? Вы его боитесь, вы не хотите этих повторов, потому что уже он себя показал. Но здесь, конечно, девочки, такая сложная ситуация. Он уверен, что вы его женщина, он уверен, что вы принадлежите ему. И да, сейчас он дал вам время, но он намерен вернуться и намерен как бы продолжить с вами взаимоотношения. Жесткий тип. Очень жесткий. Но знаете, что я вижу? Я вижу, что у него не получится. Не получится продолжить с вами. Может быть, и вернется, но продолжить не получится. Вы будете какие-то меры принимать, либо рядом с вами будет тот, кто сможет вас защитить. Не обязательно мужчина, может быть, это закон, может быть, это юрист, я не знаю, кто может быть, там, другой полицейский. Кто-то вас может от него защитить. Но как-то неожиданно жестко все пошло. Если честно, страх почему-то идет. Когда я смотрю на этого мужчину, я чувствую страх даже. Кто-то из девчонок прям смотрит и думает: Господи, не дай Бог он вернется. Да? Спаси и сохрани. Там, вспоминайте, как он там пил, куролесил, жестил почем зря. Сейчас мы с вами посмотрим. Но вы, девчонки, как хотите, он считает, что он ваш будущий муж, либо настоящий, не знаю. Даже если вы развелись, он все равно считает, что он права имеет на вас. Считает вас хитрой, считает вас такой, знаете, сложной, но говорит: я с ней справлюсь. И не такие горы я брал, да. Ну и как бы для меня это не проблема, да, я смогу справиться. Ну вот, он собирается к вам, собирается. Нет, почему-то он видит вас своей семьей. И считает, что он имеет на вас право. И, кстати, себя он видит очень таким, знаете, дружелюбным, благородным и преданным. И преданным. А вас считает он маленькой и глупой. Ну, как ребенок, да, что вы не понимаете, да, вы не понимаете, какой он классный, и вы вот так выкаблучиваетесь. Нет, он все время видит вас своей семьей. Вы как хотите, но видит вас, считает, что у вас любовь, тут морковь. И говорит: все, еду, лечу, а ты жди. Но для вас, конечно, это не самая радостная новость. Давайте посмотрим, что вам поможет. Потому что вижу, что вам кто-то либо что-то поможет. Вот если вы от него хотите закрыться, убежать, у вас это получится. Вам что-то либо кто-то поможет. Здесь ваш род поможет, либо обращение кому-то к чему-то поможет. Опять же, обращаться можно и к высшим силам, и в полицию можно написать заявление, правильно? Но шанс у вас будет, как я и сказала. Нет, девчонки, вы какие-то меры будете принимать, и они будут очень успешными, удачными. Вы сможете себя
оградить от этого товарища. Хотя, наверное, он вам и не товарищ. Что самое интересное? Чувства у него к вам сильнейшие. Вот каким бы он ни был плохим человеком, но все он это делает только лишь по любви. Вот, по любви. Видите, какое огромное сердце, оно как чугунное, да, вот металлическое сердце. Да, у него такое сердце, потому что он жесткий человек. Он вам его отдает. Если у этого черепашки, да, маленькое сердечко, такое теплое и доброе, прям такое светлое, то у этого, смотрите, огромное чугунное сердце, даже чем-то вот на гирю похожее. Ах, какие мужчины разные, да? И вот скажите, ни одного нормального, да? Вот как обидно, ни одного нормального. Ну, нормально у вас будет, я это вижу. Я это вижу. Просто вы еще с нормальным, ну как, не в тех отношениях, либо еще не познакомились. Значит, девочки, все это вы переживете, с этим всем справитесь. За что вам таких женихов небеса посылают, а вы с ними уроки проходите, важные уроки. Вы как будто бы на таких вот разных людях оттачиваете свои таланты, свои способности. И вам это важно. Вам важно разбираться в людях, либо научиться разбираться в людях. Это как-то будет связано с вашей дальнейшей деятельностью, с вашей активностью, может быть, с будущей работой, либо с вашим предназначением. Вы все разные, вы все разные. Смотрите, вы, а над вами знак султана. Кто со мной давно, те точно увидели этот знак и его узнали. У вас знак султана, прямо над вашей головой. Какая-то особая роль вам в жизни предначертана. И смотрите, она не зависит от вашего возраста. Даже если вы очень молодая девушка, либо вы уже какой-то возрастной рубеж перешли, неважно, абсолютно неважно. Вам стать султаншей, даже не султаном, султаншей, да, потому что у нас женская отсыпка. Вы непростая женщина, понимаете? У вас особое предназначение. Султан кто? Главный, да, главное лицо, духовный лидер, наставник, человек, который отвечает за благополучие страны, да, огромного количества людей. Он человек как образец даже выступает. Вот каждое слово этого человека как закон. Вот я вижу, что ваше будущее вот как-то связано, да, с ролью лидера мнений, духовного лидера, наставника, человек, который открывает людям путь, истину, подсказывает, помогает. Чем таким вы должны заняться, либо будете заниматься. То есть это ваша судьба. Но вы точно идете к своему предназначению и идти уже совсем недолго. Совсем недолго. Скоро вы поймете, что есть ваше предназначение, и скоро вы его начнете, грубо говоря, выполнять. Так, по поводу вашей личной жизни, видите, вот здесь парень стоит. Причем парень бриллиантом показан. Да, песок иногда может такое сделать. Действительно будет бриллиант. Человек как бриллиант, многогранный, ценный, да, чистый. Бриллианты, они же чистые, да, бриллиант чистой воды. Очень крутой мужчина будет не только вас любить и будет любим вами, но и будет вам помогать выполнить ваше предназначение. Не только любовь, но и соратник, но и помощник, друг, да, компаньон. Вот кто идет. Видите, там еще птица у него сзади. Человек. Либо вы уже знакомы, но еще прям так близко не общаетесь, либо вы еще только познакомитесь. Вот с этим человеком у вас все будет. А вот эти вот, я так понимаю, что как есть, так и будет, да? Вы не общаетесь, вы ничего о них не знаете, либо очень мало знаете, так оно и будет дальше. А вот этому, значит, грозному товарищу вы точно дадите отпор. Найдете такой способ, метод, чтобы от него раз и навсегда избавиться. Да. Он жесткий, я вам так скажу, он еще доиграется. Он встретит кого-то более жесткого, кто его вот четко на место поставит, а может быть даже и прикопает. Но это жизнь, это судьба, и каждый выбирает свой путь. Если он, конечно, не предначертан. Вам предначертан, вот этому мужчине нет.
Нет, поэтому он может и нарваться, и, скорее всего, так оно и будет. Правда, не сейчас, немножко там с годами, но это точно будет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.